мне очень часто читает книги. Я люблю сказки и приключения. Мне очень нравится, как читает моя мама. И сегодня мы будем читать первый раз вот эту книгу. Я очень хочу узнать, что здесь происходит. Уж я его кормила, ключевой водой поила, пирогов на неделю напекла, а он их в раз и умел. А потом и говорит: хочу, чтобы ты мне байки да потешки баяла, а не то укушу. Что станут души клирики глухи, что будешь то расчетлив, то неистов, не строки ты укладывать стихи, а мины на пути фашистов. Солдат он знает, что у нас в сердцах любовь и ненависть сосуществуют. Порой цветущей в зелени в садах ты не увидишь вновь страну родную. С твоей могилы горсть земли возьму, у черной той земли полынный запах. Скорбь о тебе, сквозь бой, сквозь ночь и тьму я с Украины пронесу на запад. Не выплакать мужских суровых мук. Глаза солдата жесткие, сухие. 3 матери тебя оплачут, друг. Мать Коми, Украина и Россия. Там, где ты, всегда уютно. Там не бывает пустоты. Там так светло, немноголюдно. Ведь там, где ты, есть я и мы. А помнишь, как в футбол гоняли? Лепили замки из песка. Ты на ночь сказки мне читала. Ты их придумала сама. Какой смешной мой взрослый мальчик. Конечно, помню, как вчера. Как ты катался с горки в парке, а я звала: домой пора. Артем, а знаешь, какую мы сегодня будем книгу читать? Да? Давай посмотрим. Автор Александр Журавлев. Журавлев. Стихотворение называется «Снежная баба». Баба. А кто тебе будет этот стих читать? Мама. А как маму тебя зовут? Марина. Шестакова, да? Шестакова. Смотри, давай. Злится пес, рычит без толку, глухо лает в конуре. Баба снежная с метелкой появилась во дворе. Здравствуй, баба, здравствуй, радость, ты всю зиму снилась мне. Ты слепилась, постаралась, значит, скоро быть весне. Весне. Да? Жила в те времена Райда, дочь одного из сельских старейшин, который держал самое большое оленье стадо в округе. Славилась она на весь край не только редкостной красотой, но и искусным рукоделием. Многие сватались к завидной невесте, а покорить ее сердце смог Туган, удалой охотник, смелый, веселый, пригожий, о котором и стар, и млад всегда с большим уважением говорили. Незадолго до свадьбы Райда пошла с подружками в лес. Выдался теплый, солнечный августовский день. И долго гуляли девушки, собирая ягоды под песни веселые. Пришла Райда домой и вдруг заметила, что потеряла подарок жениха — красную шелковую ленту. Видно, та соскользнула с головы незаметно. На следующий день, никому не сказав, девушка снова отправилась в лес на поиски дорогой для нее вещицы. Однако к вечеру не вернулась. Отец и жених Райды сильно встревожились, стали людей спрашивать. И кто-то вспомнил, что видел ее в таежной опушке. Тут же все, кто мог, бросились на поиски. 3 дня искали. Леса вокруг обошли, осмотрели берега речные, луга да болота, но нигде не нашли ни следочка девушки. По всему получалось, попала она в лапы ягморта. Собрались сельчане и стали решать, как прекрасную Райду вызволить из плена чудовища. Никто не знал, где он находится, его логово. Поклялся Туган, что не вернется в село,
пока не спасет свою Райту. А такие же, как он, молодые, сильные и бесстрашные парни вызвались идти с ним. Решили они во что бы то ни стало найти Ягморта и уничтожить его, чтобы не страдал больше коми народ от кровожадного разбойника.